Коррупция процветает в основном в тех странах, где низкий уровень жизни населения, говорят эксперты. На протяжении 30 лет Кыргызстан утверждал множество различных документов, концепций по борьбе с коррупцией, но все оставалось на бумагах. Видных результатов практически не было, говорит член-корреспондент Академии наук Чолпон Койчманова. По ее словам, есть ряд причин, которые толкают граждан на такие правонарушения. Одна из них – низкая заработная плата. Койчманова отметила необходимость прибегать к международным опытам. Я считаю, не нужно придумывать новую концепцию борьбы с коррупцией, а надо полноценно и справедливо работать с теми законами, которые уже были приняты, но не работают. Также работе в этом направлении могут нам помочь и опыт международных стран, которые также боролись и продолжают бороться с коррупцией, где есть уже результаты. С мнением Чолпон Койчмановой о применении практики международных стран полностью согласна и Джилдыс Омирзакова, проректор Международного университета Кыргызстана. Она также считает, что необходимо ужесточать законы, ведь эффективный метод борьбы с коррупцией – внушение чувства страха, добавила она. Эти опыты, которые принимаются за рубежом, они действительно действенные. Необходимо ужесточать наши законы, чтобы она не оставалась не только на бумаге, а действительно принималась во всех областях власти. Не только во власти, но и во служащих персоналах. Это касается и образовательную систему, это касается и сферы обслуживания здравоохранения. Каждый гражданин должен быть ответственен, прежде чем садиться на определенную должность. На какие у него будут наказания, за какую он ответственность будет нести перед обществом. В свою очередь, приглашенные на сегодняшний круглый стол международные эксперты говорят, чтобы построить сильное и развитое государство, необходимо уделять особое внимание сфере образования. Работу по борьбе с коррупцией необходимо начать именно в этом направлении. Кроме того, также была отмечена необходимость разработки стратегического документа. Я разработал несколько стратегических проектов для борьбы с коррупцией. Это международные опыты. Содержанные там предлагают и Кыргызстану. Основным элементом является разработка стратегического документа для страны, но в то же самое время он должен быть прагматической, который будет отражать мнение всей категории граждан Кыргызской Республики. Мы предусматриваем анализ рисков, различные меры, которые могут возникнуть на разных этапах разработки и внедрения. Хочу еще добавить, что данный документ должен быть мобильным, а также пересматриваться через определенный период времени, например, через 3 года. Ведь население меняются его приоритеты и потребности. Чтобы искоренить коррупционные правонарушения в стране, необходимо время, отметили международные эксперты. Главное, есть политическая воля и желание, а работа АДС показывает, что страна движется в правильном направлении, добавили они. Наргиза Нурмаметова, Джантай Макенов, Пирамида.